Благородное дело для благородных животных. В республику сегодня привезли 11 особей оленя. Будущих обитателей заповедных лесов пока поместили в вольер. Дальше отпустят на волю. Еще 3 десятка лет назад вопрос о сохранении этих животных в Осетии просто не стоял. Но в это время популяция сократилась в разы. Теперь нужно предпринимать усилия, чтобы грациозные животные не исчезли совсем. Кто помог и как чувствуют себя животные после переезда, расскажет Генриетта Албегова. Всего несколько часов в дороге, и животные уже на месте. В Северо-Осетинском опытно-охотничьем хозяйстве в специальных клетках оленей привезли из Ростовской области. Там их разводят в вольерных условиях. Большой вольер, 300 гектар, 6 видов животных. Лань, европейский благородный олень, морал, косуля, муфлон, лань. Значит, на воле в настоящее время плотность и численность животных практически по всей Российской Федерации не такая, как хотелось бы. Поэтому одним из серьезных моментов, которые позволяют восстанавливать численность, является вольерное разведение. Вот, собственно, мы этим и занимаемся и реализуем животных в другие хозяйства. Воплощение благородства и грации. Еще 30 лет назад в Северной Осетии обитало около 1000 особей оленей, а уже через 10 лет их стало меньше на треть. Сегодня охотничье хозяйство пополнилось на 11 особей. Еще одного подарили заповеднику. Это стало возможным благодаря социально-экологическому проекту, который организовали в Министерстве природных ресурсов и экологии совместно с группой компаний «Бавария». У наших предков, у Астин, у Аланов, олень всегда считалось почитаемым животным, считалось сакральным животным. И, к сожалению, на сегодняшний день на территории республики осталось мало этих животных. Они на грани исчезновения, поэтому решили провести эту акцию. Мы надеемся, что популяция будет расти, увеличиваться, и совместно с Министерством природы мы будем над этим работать. Я считаю, что мы совместной работой достигнем желаемого результата. Желаемый результат – выйти на такой уровень, чтобы хозяйству больше не приходилось закупать животных. Совсем наоборот, реализация благородных оленей в другие регионы – главная задача на перспективу. Для этого здесь созданы все условия. На территории площадью более 70 гектаров олени будут чувствовать себя комфортно. Для них здесь есть вот такие кормушки, их около 10. Специалисты говорят, по мере того, как животные начнут размножаться, их будут выпускать в дикую природу. Сотрудники хозяйства говорят, олени не капризные животные, но несмотря на это ухаживать за ними нужно круглосуточно. Вольером специально закреплены люди, которые смотрят ветеринарную служба, у нас тоже есть ветеринарный врач. И потом каждое утро делается обход вольера. Вот, территория вольера около 70 гектар. Вот, сидят за ними солонцы, вовремя солонцы, вот, чтобы соль у них была, подкормка, зимняя подкормка, особенно тогда уже сено даем, а так в основном и летом подкармливаем кукуруза, там зерноотходы. В рамках проекта в Северную Осетию уже через несколько дней привезут еще 16 особей оленя. Их планируют выпустить в Турмонском заказнике Дегорского ущелья. Генриетта Албегова, Александр Каджаев. Новости Осетии.